середине прошлого века перед уйгурским народом встал вопрос, от которого зависело будущее уйгурской государственности. Два уйгурских политических деятеля столкнулись со своими совершенно разными взглядами на то, каким должен быть этот путь. Один — Ахмеджан Касыми, уйгур из Кульджи. Он вырос в Советском Союзе, прошел советскую политическую школу и видел будущее уйгурского народа через союз с СССР. Другой — Масуд Сабир, уйгур из Кашгара. Получил образование в Стамбуле, был убежденным пантюркистом и выступал за уйгурское национальное движение, свободное от советского влияния. Они оба были уйгуры. Но один смотрел в сторону Москвы, а другой — в сторону тюркского мира. Оба закончили трагически. Ахмеджан Касыми погиб в авиакатастрофе в СССР. Масуд Сабир был репрессирован китайскими коммунистами и умер в заключении. Сегодня мы попробуем разобраться, кто из них был настоящим патриотом уйгурского народа, а кто — агентом чужого влияния. В 1944 году в Кульдже была провозглашена Восточно-Туркестанская республика, сокращенно ВТР. Национальная армия ВТР установила контроль над тремя важными районами — Иле, Тарбагатай и Алтай, и вышла к реке Манас в 140 километрах от Урумчи. Китай начал переговоры с ВТР, и было достигнуто соглашение о создании коалиционного правительства. Его председателем стал китаец Чжан Чжичун, а заместителями — уйгур Ахмеджан Касыми и казанский татарин Бурхан Шахиди. ВТР сохраняла собственную администрацию и вооруженные силы, поддержанные Советским Союзом. В 1947 году китаец Чжан Чжичун ушел с поста председателя правительства Синьцзяна и рекомендовал Масуда Сабир, влиятельного уйгурского политика из Кашгара. Ахмеджан Касыми категорически выступил против уйгура Масуда, демонстративно покинул Урумчи и вернулся в Кульджу. Вслед за ним ушли остальные представители правительства ВТР — Сайфуддин Азизи, Рахимджан Сабирхаджи, Абдулкерим Аббас. Коалиционное правительство Синьцзяна распалось. Армии противостояли друг другу на реке Манас, и гражданская война могла вспыхнуть в любой момент. Трудно было придумать для китайских властей больший подарок. Почему уйгур Ахмеджан Касыми не протестовал против китайца в качестве председателя правительства Синьцзяна, но был категорически против уйгура Масуда Сабира, пантюркиста и уйгурского националиста, который обучался в Турции? Касыми, выросший и получивший образование в СССР, в котором пантюркизм был под запретом, также активно выступал против пантюркистской уйгурской группы Масуда Сабира. Для Ахмеджана Касыми пантюркизм был чуждой и вредной идеей, от которой он публично отмежевывался. Касыми последовательно выступал за то, чтобы Синьцзян был неотъемлемой частью Китая. Масуд Сабир, напротив, выступал за полную независимость. Для Ахмеджана Касыми назначение на пост председателя правительства уйгурского националиста было прямой угрозой его курсу на интеграцию с Китаем и отказ от сепаратизма. Это был конфликт между советским уйгуром и уйгуром-пантюркистом. Примечательно, что Касыми представлял три района — Иле, Тарбагатай и Алтай, пограничные с Россией, а Масуда Сабри поддерживали 7 районов — Урумчи, Кашгар, Аксу, Хатан, Еркент, Кумул и Карашар с преимущественно уйгурским населением. Ахмеджан Касыми родился в городе Кульджа в 1914 году. Его отец, Надир Махмуд, был мелким ремесленником. После смерти отца в 22 году его дядя по материнской линии в 26 году забрал Ахмеджана, которому исполнилось 12 лет, в город Еркент в Казахскую республику в СССР. Затем Ахмеджан поступил в среднюю школу в Алма-Ате, в 16 лет получил советский паспорт и сменил фамилию отца на фамилию дяди — Касыми. В 1936 году Ахмеджан Касыми окончил рабфак Среднеазиатского университета в Ташкенте, а в 1937 году поступил в Институт востоковедения в Москве и защитил диссертацию по истории уйгуров. По неподтвержденным сведениям вступил в коммунистическую партию ВКПБ. В июне 1942 года он нелегально перешел советско-китайскую границу и обосновался в Чугучаке, занявшись подпольной деятельностью. В 1943 году он переехал в Кульджу, где работал столяром и стекольщиком, параллельно публикуя статьи в газетах. Однако в июне 1943 года он был арестован китайскими властями за политическую деятельность. В 1943 году его как особо опасного преступника этапировали в тюрьму Урумчи, где он сидел около года. В середине октября 1944 года Касыми внезапно освободили, возможно, как советского гражданина. Выйдя на свободу,
Касыми сразу включился в политическую жизнь. Уже в январе 1945 года он вошел в правительство Восточно-Туркестанской республики. В августе 1946 года, после похищения спецслужбой НКВД и вывоза в Ташкент другого советского гражданина, узбека Алихан Тура, возглавлявшего правительство ВТР, Касыми возглавит правительство, став его вторым президентом. После демонстрационного выхода Касыми из коалиционного правительства Синтьяна в 1947 году и вывода 3 регионов – Иле, Тарбагатай и Алтай, коалиционное правительство Синтьяна контролировало только центральную и восточную части. Власть ВТР в Илийском крае стала полностью зависимой от СССР. Масуд Сабир проводил национальную политику, начал издавать уйгурскую газету под редакцией Пулат Турфани. Его правительство было слабым и полностью зависело от военной поддержки Гоминдана, который сам переживал упадок. В 1948 году Масуд Сабир покинул пост председателя правительства Синтьяна. На смену ему пришел казанский татарин Бурхан Шахиди. После установления контроля Коммунистической партии Китая над Синьцзяном в 1949 году Сабир, как видный деятель уйгурского национального движения, попал под репрессии. В 1951 году он был арестован властями КНР и скончался через год в заключении. При поддержке Советского Союза Коммунистическая партия Мао Цзэдуна приняла решение о присоединении Синьцзяна к вновь образующейся Китайской Народной Республике. Больше заигрывать с Касыми и поддерживать Восточно-Туркестанскую республику для СССР смысла уже не было. Судьба Ахмеджана Касыми была решена. Официальная делегация ВТР должна была вылететь в Пекин на переговоры о будущем статусе региона. 23 августа 1949 года Касыми во главе делегации вылетел из Кульджи в Пекин через Советский Союз на советском пассажирском самолете Ил-12 с остановками в Алма-Ате, Иркутске, Красноярске и Чите. Через 4 дня, 27 августа, советские власти сообщили, что самолет потерпел катастрофу над Забайкальем. Вся делегация погибла, останков не нашли. По другой версии, членов делегации запытали на Лубянке. А уже через месяц, в сентябре 1949 года, казанский татарин Бурхан Шахиди, как председатель правительства Синьцзяна и командующий гарнизоном в Урумчи и китаец из Хунани Таач Жиюэ за спиной уйгурского народа подписали согласие на вхождение Синьцзяна во вновь образуемую Китайскую Народную Республику. Ни Бурхан Шахиди, татарин по происхождению, советский деятель, ни китаец Таач Жиюэ, генерал Гоминьдана родом из Хунани, не имели полномочий выступать от имени титульного уйгурского народа. Один действовал как представитель маньчжурской военной и гражданской администрации, а второй — как советский агент, родом из-под Казани. Осень 1949 года перечеркнула надежду уйгурского народа на независимость. Долгое время в официальной историографии тиражировался миф о том, что переход Синьцзяна под власть Пекина произошел мирно, по единодушному согласию уйгурского народа. Но что скрывалось за закрытыми дверями кабинетов Урумчи? И почему судьбу древней уйгурской земли решили чиновники, не имевшие к ней прямого отношения? Сегодня мы расскажем предысторию борьбы за богатый уйгурский край. Уйгурская земля занимает 1 660 000 квадратных километров и равна 3 Франциям, 7 Англиям, занимают 1/6 территории Китая и до основания Синьцзян-Уйгурской автономного района в составе Китайской Народной Республики трижды подходила к созданию независимого государства. В 1851 году, всего через 10 лет после окончания Первой опиумной войны, цинское правительство Китая еще не оправилось. Царская Россия воспользовалась ситуацией и вынудила цинское правительство подписать Илийско-Тарбагатайский торговый устав. На поверхности это выглядело лишь как разрешение русским приезжать в Синьцзян заниматься торговлей, но на самом деле русские получили привилегии беспошлинной торговли и консульской юрисдикции. Если русский совершал преступление, китайское правительство не могло его контролировать. После этого русские в Синьцзяне, открывая каждое консульство, размещали по одному взводу солдат. Это была тихая экспансия царской России в Синьцзян. В 1871 году Якуб-бек возглавил независимое уйгурское государство Ятишар. Государство получило название Ятишар по 7 главным городам – Кашгар, Еркент, Хатан, Янгихисар, Аксу, Кучер, Карашахар и Урумчи. Всего более 34 крупных и малых городов и районов. Царская Россия выслала войска и заняла Кульджу и всю Илийскую долину, обещая, что если цинское правительство вернется, вернет Илийскую долину обратно. В 1875 году цинский двор направил армию против уйгурского государства Ятишар.
За 1,5 года цинские войска захватили большую часть независимого уйгурского государства. После смерти Якуббека в декабре 1877 года пал Кашгар, а в январе 1878 года — Хотан. И зависимое уйгурское государство Ятишар было окончательно оккупировано Китаем. Когда цинское правительство потребовало у России вернуть Илийский край, она не собиралась просто так отказываться от захваченной территории. Переговоры оказались крайне тяжелыми и, наконец, в 1881 году был подписан Петербургский договор. Китай возвращал большую часть Илийского края, но при этом в России осталась значительная уйгурская территория в западной части, это современная Алматинская область Казахстана. Россия также получила расширенные торговые и консульские права в Синьцзяне. Российская оккупация уйгурского Илийского края продолжалась 10 лет. Илийский край изначально был богатым уйгурским районом. Столица Кульджа, центр западного уйгурского края, вдруг стала приграничным городом с Россией. Стоя на городской стене, можно было увидеть русские заставы. Россия перед уходом из Кульджи ограбила все, что могла, а также увела с собой большое число населения. Статистика сообщает, было вывезено более 100 тысяч переселенцев, включая более 75 тысяч уйгуров Таранчи, 5 тысяч дункан и около 27 тысяч казахов. В итоге, возвращенная Кульджа стала полупустым городом. Кроме захвата земель и населения, русские еще получили привилегии беспошлинной торговли, произвольного открытия консульств с военным контингентом. Экономическая жизненная артерия Илийского края оказалась в руках русских. Влияние России на Илийский край закрепилось на столетии и, видимо, оказало большое влияние на Ахмеджана Касыми, который родился в Кульдже и переехал жить в Советский Союз. Он стал просоветским политическим деятелем в Синьцзяне, за что советская власть, возможно, отблагодарила его авиакатастрофой или смертью от пыток на Лубянке. Достоверно обстоятельства его смерти неизвестны, а многие документы о его жизни и последних годах в СССР до сих пор недоступны. Масуд Сабир был арестован китайскими коммунистами и умер на родине, хоть и в неволе. Хотелось бы спросить Ахмеджана Касыми, жалел ли он перед смертью, что подорвал единство уйгурского национально-освободительного движения?